Прошлое – это то, что связывает нас с настоящим и делает из нас тех, кем мы являемся сегодня. Предметы, события, люди – все это в совокупности создает новую личность, оставляя сильный отпечаток в человеческом сознании. Именно поэтому мы относимся к нашему прошлому с таким трепетом и любовью. Благодаря этому в мире появились музеи, галереи и театры. Чеченской Республике уделяется много внимания и сил для развития сферы культуры, ведь к прошлому и традициям своего народа здесь относятся как к самой настоящей драгоценности. В прошлых выпусках нашей программы мы показывали людей, самостоятельно обустроивших дома искусств. Все мы знаем, насколько это сложная задача, но желание показать миру всю прелесть своей культуры всегда было сильнее, чем человеческая слабость. В сегодняшнем выпуске мы решили рассказать вам о музее 30-60-х годов, расположенном в селе Гихи. Арби Амирханов является главным инициатором постройки этого объекта. Его строительство было завершено в 2018 году. С тех пор музей функционирует уже 4-й год и продолжает радовать своих посетителей интересными экспонатами. Стоит отметить, что с момента открытия поток гостей и туристов практически не прекращался. Музей создан в старинном стиле, в духе тех годов. О каждом предмете, который здесь находится, Арби рассказывает с сердечной теплотой, ведь музей образован на основе его личных коллекций. Многие экспонаты являются собственностью его близких родственников, а некоторые из них закупались. Сразу при входе на территорию музея мы видим безумно красивый пруд с большим количеством уток, лебедей и рыб, которых можно покормить хлебушком. К пруду ведет мост из армированного железа, на котором находится небольшая беседка. Отсюда открывается потрясающий вид на безумно красивый закат. Приятным бонусом еще является то, что рядом расположены лодки, на которых вы сможете покататься абсолютно бесплатно. За этим прудом требуется тщательный уход, впрочем, как и за живностью, которая здесь водится. Среди них домашние утки, огори, лебеди и кряква. Стоит отметить, что уход за ними не требует особых усилий. Главное – это тщательно следить за питанием и подготовить место, где они смогут спрятаться от жары и дождя. Сами экспонаты находятся в небольшом домике, где есть 4 комнаты, в каждом из которых они и расположены. Арби старался расставить все как в своем детстве. Дедушкины часы, чемоданчик с деньгами и верхняя одежда. Все эти вещи напоминают ему о счастливом и беззаботном детстве. Когда основательно чеченцы жили на равнине, вот в таком быту жили. Вот, и я помню мое детство, все, что было в моем детстве, все выставлено, показано. Моменты, которые я не совсем помню и не в моей жизни были до этого, мы эти вещи тоже находим, воссоздаем и стараемся как бы донести до наших жителей и особенно до туристов. Хочется показать, как мы жили, как жили наши предки. Вот, именно вот на таком акценте построено. Иностранных туристов не было. Больше интересно это нашим соотечественникам, которые живут за территорией нашей России, скажем, Норвегии, Германии, оттуда приезжают, их дети тоже быть нашего народа вообще не видели. А больше вот соседних республик, с Кабардино-Балкарии, очень много приезжают туристы. Им интересно, как мы жили. Вот, в интернете видят все это, в Ютубе выставлено все. И вот там смотрят, им больше интересно, как, когда наяву смотрят, приезжают, и отсюда дальше в горные территории ездят эти туристы. Разные времена года, круглый год он работает, и внутри отапливается, обслуживается, развивается. Пользуясь случаем, приглашаю туристов за пределы нашей республики, в том числе нашей республики. Приезжайте, мы ждем вас. Мы объясним, как мы жили, и это очень приятно. Ты погружаешься в наше далекое прошлое. Мне на самом деле, когда на выходные я приезжаю сюда, я отдыхаю.
отдыхаю, когда рассказываешь, это больше погружаешься, когда чем больше рассказываешь, получаешь от этого очень большое удовольствие. Каждая комната принадлежала определенному члену семьи. Вещи расставлены по соответствующей тематике. Это не просто музей, а полноценный дом, который способен унести в далекое прошлое. Для того, чтобы более подробно рассказать о каждом предмете, мы решили попросить Арби провести для нас небольшую экскурсию. Пойдемте, я вам покажу самый мой любимый элемент музея. Это легендарный педальный конь. В моем детстве братья мои катались именно на таком же. Я его с большим трудом нашел в Воронежской области, купил. И я даже удивляюсь, как мы быстро катались на нем. Это педальный конь, это многие могут вспомнить. Но в нашем детстве это было такое. Передовикам совхоза выделяли их в универмагах. Прям цена выбита, там рубль 55 копеек. Но это уже в далеком прошлом. Ходунок детский. Детский ходунок, он вот так по кругу крутится. Вот. Счетчики вот такие были, счетчики автоматическими. Это позже появились. Раньше были вот прям соответствующим сопротивлением коромысла, ксундук, бабушкины. Вот. А вот эти сетки носили только женщины. Мужчины в таких сетках не ходили в магазин, так как они производили в Ачматинском районе в нашей республике. Вот я помню, мама как вот носила эту сетку, калоши всегда должны были быть чистые, вот в сухом месте. А мужчины носили вот авоськи, вот такие сетки. Их тоже производили у нас в республике. Вот. Это как бы выделенная линия для информации в всех конторах, в почтах, государственных заведениях. Везде были выделены линии для информации, радио. Вот. Это из такого дерева, турс называется на родном, я не знаю на русском, как он называется. Это такое благородное дерево, из него сделают, это ловушка для овец. Кюжелк, ну в чем это? Ловушку за ноги цепляешь, ловишь. Вот. И вот эти кровать, вот этот стол, который вот вы сейчас покажете, это тоже в моем детстве у нас в доме стоял. Теперь пойдемте в основной дом. Ну, вот этот быт весь, где я жил, вырос. Ну, в последнее время я больше помню, как с дедушкой, с бабушкой мы жили. Вот, от дедушки, когда заходишь сюда, ты от него услышишь только воспитание, там, как вести себя в обществе. Вот. Если из наших братьев кто-то провинился, мы были виноваты все. И самое такое место, мы вот здесь стояли, пока не разрешил дед, мы не могли пройти никуда и не присесть. Бабушка разрешает, там, садись. И, ну, воспитание было, очень глубокое воспитание в моей жизни. Каждый день я получаю пользу от воспитания деда, то, что он говорил, сталкиваясь со всеми моментами, в первую очередь терпение, в обществе вести себя как настоящий нохчи. Настоящий нохчи – это тот, который находит терпение, когда оно кончается. Вот. Очень много полезных советов. Мы кушали, дети, на маленьком столе. Здесь большой стол. А когда гости, особенно стол переносили вот в ту комнату, вот это вентилятор тоже моего детства. Лично я пользовался им сейчас в рабочем состоянии. Могу продемонстрировать вам. Вот он ходит. Очень даже хорошо проветрен. Ну, в этой комнате вполне достаточно. Ну, учитывая, что это дом саманный, днем закрываются ставни, окон, здесь необходимости установить кондиционера нету. Поэтому я понял, как мы хорошо жили тогда. Вот. В доме самое то, что вот в моей жизни хорошо запомнилось, это часы. Это и ночью, и днем, когда я отдыхал, всегда было слышно вот эти часы. Я думал, все, что есть, все деньги в Союзе тогдашних, думал, что у деда в чемодане. Вот это то, что осталось.
Его сыновья всегда, мой отец зарабатывал деньги, приносили отцу, он ее складывал, и никто туда не подходил. Все драгоценности были вот под таким-то защелочным замком, вот так вот. И все хранилось там. Мы не закрывали никогда его на ключа, не понял. Просто на защелку закрывали, но его никто не трогал никогда. И вот он уже все, что там есть, убрали, просверлили. То есть это незаконного нету. Это дедовский экспонат, поэтому многим это нравится. Приезжают сюда. Вот часы. Часы тоже деда. Вот всегда у него, вот я здесь за это зацепил. Прямо вот так цепочка была видна. Всегда были часы тоже рабочие. И вот эта постель. Ночью его раскладывают. Вот пойдемте еще покажу. Это бабушкины атрибуты, все иголки и так далее, все, что здесь вот, женские, все, что есть, и пуговицы, и всякие нитки, вот эти, как есть, так и остались. Вот, это бабушка, вот такие носки, всегда, и шапки, много чего делала. Это дедушкин тулуп. Дедушкин тулуп, тоже в оригинале. Я его повторил, он был очень старый, от него остался. Я его отдал специалистам, его вот брат у меня есть, Алу, вот он заказал, сделал его. Дальше пойдем. Это место, женское место. Всегда, вот видите, даже его разработали с дверьми, двери закрываются, что у нас не приветствовало зеркало. Зеркало всегда закрывается. Открывать его, когда пользуешься, когда морда, тесть и бабушки, когда заходят, было позорно женщинам показать женщины и атрибуты женских красот. То есть, так, вот это тоже 50 лет этой шкатулки. Так, ну это понятно, женские вещи. Это бабушкин сундук, утюг, то есть балалайка, это наша народная балалайка. Правда, я не умею. Играть не умею, но в массив дерева, прям очень старинный балалайка, мне его, правда, подарили. Вот это тоже ручная работа бабушкины, моей матери. Мама тоже вот делала эти платки, вот, Безман, Хасхеч. Мы вот так вот их держим. Это кровати, по-моему, производство, это Азербайджан. Тогда говорили Азербайджан, вот эти тоже сохранились очень хорошо, редко вот что сохранились. Я помню, мы откручивали вот отсюда круглые вот эти гаечки, воровали их, нас за это очень сильно ругали. Так, вот телевизор. Телевизор тоже у нас не приветствовали. Дед не приветствовал, бабушка, потому что здесь это не к добру, это телевизор. Вот мой отец только вот как ровно без несколько минут начинается новости, 9 часов включал его, и после новости сразу выключали. То есть нас не баловали. Мы ходили, там был у нас, были соседи, туда ходили, когда фильмы разные показывали, мы туда ходили. И всегда монитор закрывали. Но это еще далеко не все. Если выйти на задний двор, можно наткнуться на старинную технику и предметы быта чеченцев. Плотнические элементы. Мой дед, отец были плотники, и всякие для производства окон, дверей, и прям каждое назначение. Представляете, сколько могли бить. Прям вот тогдашний металл был более крепкий металл, и все равно рубанки и всякие элементы. Что еще здесь? Элементы мастеров, обувных мастеров. Это тоже в моем детстве была у нас электростанция в доме по кличке, народной кличке Чабан. Тоже называют его Чабан, электростанция Чабан. Это весы, натуральные весы. Они у нас в музее тоже висят, в нашем национальном музее. Такие же аналогичные. И вот это тоже ручная работа. Это что? Это вот зерно собираешь. Вот когда собираешь зерно, прям в мешки, чтобы вот эти мешки, вот мешок, это большой мешок, мешгалей у нас называется так. Вот эти элементы, вот баклажки, вот в это я помню, как
овец пас мой дед. Я всегда холодную воду. Вот эта прялка даже, это тоже более современная прялка. Так, больше я хочу похвастаться, что у меня есть кожаная обувь. Не армач, да, далекого времени, далекого прошлом. Наши предки ходили вот таких, их обматывали вот здесь, чтобы когда по траве где-то идешь, чтобы колючки не повреждали колены. Вот обматывали их. Здесь это женский атрибут. Часть стиральной машинки, ручная стирка. Прям на нем протирали. Вот тогдашний трансформатор на телевизорах, стабилизатор напряжения были тогда такие. Это тоже так, машинка швейная. Вот это кухонная плита, то есть печь на керосине. Для того, чтобы дополнить общую картину, хозяин музея решил выделить отдельное место, где будут находиться атрибуты, использующиеся для вспашки земли. Так, пойдемте, я вам покажу хоздвор. В каждом хозяйстве был отдельно отведенный хоздвор. В народе у нас называется дяганкерт. Я хочу вам тоже продемонстрировать, показать один из самых древних, далеких времен. Это лыжи. Эти лыжи использовались для того, чтобы обработать зерно. То есть снимают скорлупы. Прям вот зерно собирали кучки, обвязывали их из своего же веток, складывали на площадке и вот становились сюда с двумя бычками и прямо ходили по ним. То, что выходит зерно, кушали, а то, что не выходит, отдавали скот, лошади и так далее. Это тоже очень хорошие музейные экспонаты. Я в ближайшее время хочу их доработать и отдать в наш национальный музей. Они тоже остались от моего друга Шамсуддина Далгештова. Здесь под навесом у меня самый, который мне больше нравится, это плуг. Это плуг, очень старинный плуг. Его делали ручную, отвал, направляющий нож, угол, не имея сегодняшних материалов, как они придумали это. Ну, дальше экспонаты, это медогонка, конечно, всем известная. Вот экспонаты для тогдашнего современного транспорта, транспорт передвижения. Помимо всего этого, здесь находится еще и небольшая ферма. О ней Эрби рассказывает с гордостью. Ведь на разведение этих животных он потратил много времени и сил. Согласитесь, выглядят они очень ухоженными и спокойными. Овцеводство – это мое любимое хобби. Мы выводим селекционную породу овец, которые в Таджикистане есть, Гисарская долина. Это знаменитые овцы. Они чем знамениты? Своей выносливостью в суровых условиях, горных условиях. Поэтому оттуда потом пошли скрещивания. Мы привозим качкаров, и эти качкари покрывают наши другие овцы, и выходит скрещивание белые овцы. Так как я акцентирую больше белые, потому что в моем детстве были тушинские овцы назывались. Они по своей весовым категориям, по всем параметрам гораздо уступают этим овцам. Может быть, в то время была и востребована шерсть, так как сегодня шерсть не востребована, сегодня направление мясное, поэтому мы решили вывести овцы мясные и белые, и кровь, чтобы было гисарские. А климатические условия, мы хотим, летом поднимаемся в горы, и там такие же условия, как в Гисарской долине, и жара, и холод, и так далее. Поэтому мы в этом году подняли штук 100, чтобы проверить копытная гниль, всякие болезни. Абсолютно идеально они все прошли. Надеюсь, в этом году мы всех их поднимем и будем развивать в республике, чтобы каждому было доступно идеальные белые овцы под скрещиванием гисарских овец. Это место позволит вам близко познакомиться с культурой чеченцев, хорошо рассмотреть и даже потрогать их предметы быта. Здесь царит невероятная атмосфера тепла и спокойствия, которая способна навеять самые дорогие воспоминания о беззаботном прошлом. Если вы давно хотели испытать подобные эмоции, советую вам отправиться именно сюда.